Двигаемся далее, и тут важная новость для всех любителей музыки, особенно не особенно, какой-то особенный. Сегодня вечером в Уфе на сцене лайфстайл-центра «Башкирия» состоится бесплатный концерт московской группы «Экспедиция Восход» в рамках этнографической экспедиции «Шелковый путь». Команда едет из Москвы до Шанхая. По пути снимают документальный сериал про традиционную музыку народов России, Китая и Монголии. И сегодня они выступят здесь, у нас, в Уфе. Это очень музыкально и интересно. Да что я говорю, слушать надо. Давайте этим и займемся. Отшумели все дороги, мы прощаемся до той поры, как устанут наши ноги, оторвутся вверх от земли. Класс. Все утро слушаем, на самом деле, эту песню. Как она называется, кстати? Ну вот и все. У нас есть внутреннее название песен. Мы, да? да, иногда даже когда на концертах пишем трек-листы, мы пишем, ну, Свои названия. да, свои названия. И потом, И когда зрители нас такие, кто-то спрашивает, а как это называется, мы такие, ага, сейчас будет вот эта песня. Я такую не знаю, потому что они знают другие названия. В общем, дорогие телезрители, у нас в студии очень интересные ребята. Музыка, мне кажется, это их ДНК. Экспедиция «Восход». Илья Михальченков. Я что-то заволновалась сейчас, подождите. Уф, тут харизма такая. И Дмитрий Ерофеев. Участники группы, лидер группы, гитарист и при этом еще механик. Вот, в общем, они нам тут рассказывали о том, каким образом они добирались до Уфы, до Башкортостана, от Москвы на своих 4 колесах, особенных 4 колесах. На своих волжаночках мы добирались. Да, что за машины вы используете для передвижения в своих вот таких гастрольных графиках? У нас, в общем, 2 волжанки.
очень широко известный в узких кругах. что Волжанки — называется. это Волги? Да, Волги 24-ки, 2402. Если Вы быть с очень женщиной точным. разговариваете, я вот эти вот ваши термины плохо Красивые, понимаю. как у дедушки, короче. Да, сараи такие большие, длинные. Там можно все универсалы. положить, там сзади как вот много места. Гитары, Одна барабаны. бело-красная, другая Ага. красно-белая. Вот это мне понятно. Вот, да. То есть 2 Волги, Да. и еще у вас есть УАЗик, я знаю. Да, и еще УАЗик-буханка. Да, у нас там звукозаписывающая студия в УАЗике, и мы, в общем, ездим на этих старых машинах, играем концерты, как бременские музыканты, и записываем музыку прямо в пути. И сегодня не только телезрителям, но и зрителям, которые придут на концерт в 6 часов вечера в лайфстайл-центр Башкирия, повезет, потому что вы обещаете премьеру, верно? Да, мы тут как-то проехались на днях давеча, проехались в этнографической экспедиции 100-дневной по России, записали кучу фольклора, этнографии, смешали все это с пост-хардкором современным, со своим звучанием, вот как вы могли слышать в предыдущем треке. Вот, и получилась уникальная абсолютно штука, вот, и хотим сегодня все это показать. Приходите, пожалуйста, вам будет очень хорошо. А как называется этот альбом? Его уже можно где-то найти? Или вот он Ну, в собственно, его пути? будет презентация, вот вы его Ага. послушаете на концерте, потом сможете... Я думаю, что он где-то в течение 2 недель появится на всех стриминговых платформах, там, где обычно современный человек слушает музыку. Там Яндекс.Музыка, например, там, или всякие Spotify и прочее. И он называется «Этнохроники». Это действительно хроники нашего путешествия большого. Нам вообще нравится думать, что вся наша музыка, она вдохновлена дорогой, либо теми местами, в которых мы бываем. Вот, например, вот клип, который вы видели, мы его сняли на Алтае. Это Марсовые поля, по-моему, да? Да, недалеко от Марса, так называемого местного. Да, нам очень понравилось. Мы проезжали мимо, забрались в предгорье, вот, поняли, что тут очень круто, и захотели снять видео. Вот сняли, получилось хорошо, всем нравится. Да, Нам ну, тоже. лайк поставила Главное, бы, главное, если что бы нам увидела это в нравится, сети. Ну, получается, что сегодня зрители вашего концерта станут первооткрывателями, услышат впервые эту музыку. Да, ну, по крайней мере, вот тут на графику, которую мы покажем, да. Так что Уфа, вам сказочно повезло. Так рады здесь сегодня вам будем. Все это. Ну, еще посмотреть. ребята обещают хорошую погоду, они с собой возят вот эти вот антиоблачковые какие-то установки, видимо, в виде гитар. И, кстати, на каких инструментах вы сегодня будете исполнять свою музыку? Старых. Тоже? На старых, как Тоже наши старый, да. Волги, конечно. Да. Из 70-х. Ну, в общем, формат рок. Ну, сложно сказать. Плюс-минус. На самом деле, современное гитарное музло, оно настолько мультижанровое, что у нас там куча всего намешано. Вот, поэтому нам нравится думать, что у нас какое-то свое лицо существует. Я бы не стал называть это там. Какой-то Каким-то один роком. жанр не будем, да? Да, если я начну это называть какими-то жанрами, мы тут долго будем с вами сидеть. Разбираться. Да. Давайте разберемся с тем, где вы сейчас находитесь. В экспедиции, в новый «Шелковый путь» называется она. Да, мы едем сейчас до Шанхая, у нас большой новый проект. Проедем Монголию, Казахстан и, собственно, Китай. И будем записывать китайских артистов в нашей мобильной студии. Будем делать с ними коллаборации, записывать новую музыку. Вот, хотим немножко так добавить восточных Мотивов. да. И интересно очень, что из этого получится. Мы всегда находимся в поле эксперимента. И довольно стрессово часто бывает, потому что вот пока слабо себе представляем, как с китайскими артистами удастся договориться, потому что мы были как-то в Тибете в 2016 году, проезжали весь Китай, играли концерт, нам понравилось, но вот задачи поделать что-то вместе не было, потому что, честно говоря, даже с российскими артистами, вот в зависимости там, от разных регионов, культура звука разная. И вот это вот найти нить, вот эту, которая могла бы нас объединить, потому что мы все-таки более современное музло играем, это было непростой задачей. Кстати, вот есть горловое пение из Монголии. Давайте можем послушать его, да? Прямо сейчас Давайте, есть если такая у нас возможность у нас. Сейчас посмотрим. Но все же вот тоже из этого классно. потом сделать современную песню, это действительно Да, у сложно. нас, кстати, Казахстанов как раз в одном из треке присутствует. Да. Вот такая тема, очень круто. И Виктор, кстати, большой... Ну, я даже не назвал его артистом, мне кажется, он как культурное явление. Вот, он крайне интересный персонаж, шаманит, поет традиционный эпос бурятский, играет на маринхуре,
Хотя вот этот инструмент не маринхур называется, как он, не помнишь? По-моему, тоже маринхур, только другая разновидность. Ну да. В общем, это маринхур традиционно монгольский инструмент, потому что Бурятия, Монголия, это, по сути, ну, Ну, что-то очень близкое друг к да, другу. это, по сути, один Вообще народ. очень хочется увидеть глаза китайских артистов, которые будут заходить в буханку, вот эту вот в УАЗик, Мы их и тогда- записываться Ну, там. вообще, почему вы считаете, что мы их туда пустим? Нет? А я буду останутся на улице. Реально? Я думала, звукозаписывающая студия, это что-то должно быть замкнутое. Ну, пустим. Так и да. быть, Дима разрешает. У нас там еще такой интимный свет красный. Но увидеть мы это сможем, вот эти эмоции их? Да, наверняка мы, собственно, будем снимать кино. У нас 4 серии выйдет, 4 региона Китая будет. И ну, для нас документализм, то, что мы снимаем, о том, как мы делаем музыку, для нас это тоже важная часть экспедиции, потому что у нас с собой большая съемочная группа, мы профессионально делаем контент, все это можно будет посмотреть. Я вам крайне рекомендую, во-первых, отправиться скорее, посмотреть «Этнохроники», наш предыдущий формат, и ждать новых китайских серий. Это будет очень круто. Ну, где смотреть? Тут надо пометку сделать, да? ВКонтакте есть группа «Экспедиция Ну, Восход»? основная площадка для нас ВКонтакте, да, ну и в Телеграмчике сейчас мы так активно двигаемся. Телеграм самый удобный, я всем рекомендую, там самая такая быстрая информация, как будто мы друг другу присылаем видеосообщения. Сообщения, да. На Да, самом это деле, удобно. только что кружочек в Телеграм записали, ребята, Да. так что если вы хотите в курсе событий быть и смотреть за их передвижением, Бэкстейдж. прямо туда. Слушайте, ну вы же, получается, не просто музыканты и ну, артисты, вы же еще и путники. То есть вы в дороге прям сами за рулем? Да, постоянно. То есть вот эта вот пометка техник, да, механик, это вы прям отвечаете за автомобили. Как Ну да. часто они дают сбой и когда они вас, может, подводили, может, наоборот, удивили в пути? Удивляют каждый день. По-хорошему. Да, приятно удивляют в конце маршрута, когда мы собираемся за одним столом и понимаем, что доехали. Вот, тогда мы очень приятно этому удивляемся каждый раз. Вот, а так, как бы, ну, все время мы за рулем, все время что-то происходит. Естественно, машины старые, много нюансов, но, слава богу, не хочется, как бы, накаркать на дорогу, но ничего серьезного особо не случается. Да. То есть много чего происходит, но суперсерьезного, страшного, такого, что невозможно решить, к счастью, не У нас происходит. большая подготовка, как правило, перед, во-первых. Да. Во-вторых, еще... Полгода точно. Ну да, то есть мы полгода их готовим, прежде чем поехать в какой-то серьезный маршрут, потому что иначе, конечно, сложно. И вообще, конечно, за эти годы машины становятся как члены семьи, потому что... Кстати, есть у них имена, да? Да, Аврора, Только мы не Олимпиада. запомнили, да, до сих пор. Аврора, Олимпиада и Буханочка. Просто А, Буханочка осталась Буханочкой. Самое Буханки мы понятное. долго подбирали имя, но Да. так и... Даже голосовали с аудиторией своей, там что-то выбирали, но мы, мне кажется, проигнорили всю эту Буханку ситуацию. невозможно назвать Иначе. чем-то другим. Ее уже да, назвали, все с Хлеб, них в хлеб порядке. всему голова, Да. получается. То есть Аврора это одна из Олимпиада. Волг. Да, да. И Олимпиада тоже. А вы берете с собой прям запчасти, которые могут пригодиться? Да, Очень лично. много. Реально? Ну, то есть половина Буханки — это запчасти, в принципе. От нее же, да? Очень много запчастей, да. Я помню, На когда мы в все первую машины. экспедицию ехали, мы даже этот пружину, этого, как он, не амортизатор. Как он? Рессоры, лист Рессоры, То да, есть лист вот рессора с собой такенную, взяли. да? Железку. Да, да. Но Но вас- нам прикольно было. Мы, кстати, в Тибете у нас в одной из автомобилей коробка полетела, и мы, по сути, на 1/3 передачи доехали от Тибета, от Китая до Таиланда. То есть мы проехали 1004, наверное, с половиной километров просто по лютым серпантинам. И при этом передача там практически не переключалась. Мы потом, когда масло сливали, оттуда просто даже не стружка, а я не знаю, как это назвать, там просто такое месиво, крошка месиво, да, металла вместе с маслом сливалось вниз, это было смешно. Еще у нас как-то в Лаосе порвалась муфта рулевого вала. Это такая резиновая штука в старых советских машинах, которая... То есть ты поворачиваешь влево нормально, а вправо поворачиваешь, руль как бы поворачивается, а колеса остаются на месте. Потом в какой-то момент цепляется Ага. муфта, и ты начинаешь, в общем, Уже вроде бы, колеса и ты поворачивать. понимаешь, что она в какой-то момент порвется, но в какой момент непонятно. То есть она уже порвалась частично в этот момент как раз. И, короче, и мы ехали, а в Лаосе серпантины такие в северной части. Очень радиус, острый. Крутой, да? Да, крутой. поворот? И, короче, мы
вот помню, в одну сторону нормально поворачиваешься, а в другую постоянно через встречку. То есть за гору все время поворачиваешься, все время по встречке едешь, думаю, блин. Ну, вот, к счастью, Как хорошо, что вы доехали да, до нас к счастью, вообще. причем это продолжалось километров 700. То есть ты 700 километров едешь, крутишь руль, который как бы, ну, это просто, ты думаешь, когда уже все это закончится. Потом эта муфта порвалась в Смоленске. А, Но да, это было не так страшно. Ну, Смоленск был попроще, да. Ну, как будто в Смоленске найти эти детали уже попроще, чем в Да, а Лаосе. мы ее, кстати, Да, как-то в Лаосе мы легче ее было вырезали потом из какой-то для Тойоты, из муфты просто ручками там. Ну, в общем, это было Вот смешно. это у вас приключение. При этом ребята еще пишут музыку, ее играют, иногда сами строят сцены. Сегодня, к счастью, сцена уже готовая. В лайфстайл-центре Башкортостан в 18 часов состоится концерт. Он бесплатный. Приходите послушать не только музыку, но и вот такие истории. Будет очень интересно. Я благодарю наших гостей. К сожалению, у нас времени не так много, чтобы все классные всё истории это послушать. рассказать, Да, подписывайтесь ВКонтакте и в Телеграме, там все узнаете. Илья Михальченков и Дмитрий Ерофеев, участники «Экспедиция группы Восход». «Экспедиция Восход» сегодня были в программе «Салям». Удачи вам, удачной дороги, Спасибо, вот чего хочется приходите пожелать. в Хорошо. гости. И вы оставайтесь на телеканале БСТ, про все самое интересное мы вам тут и расскажем.